Испытано на себе. Мы рады приветствовать вас на канале Якутия 24. Это проект «Испытано на себе». Друзья, я думаю, что владельцы частных домов, различных больших складов и так далее всегда сталкиваются с такой проблемой, как, минимум это насекомые, максимум это грызуны, возможно, еще какие-нибудь такие подобные бедствия. И как бороться с этим, сегодня мы немножко затронем эту тему. Испытано на себе. Так, ну что, друзья, сейчас я должен буду надеть на себя вот эти средства защиты. Соответственно, Владимир, это у нас очки, да? Это очки, да, потому что вы как бы тоже будете участвовать в этом, ну и чтобы вот как раз таки мелкодисперсная пыль, она в глаза не попадала, потому что она очень сильное раздражение вызывает. Поэтому, да, желательно понятно, резиновые перчатки. и, конечно, для кожных покровов. Респиратор, маска защитная. Да, она как бы, защищает вот как раз таки от мелкодисперсной пыли, и поэтому тоже, чтобы в легкие сильно не попадал химикат. Ну и, соответственно, сам костюм, да? Ну и да, сам костюм, чтобы как бы тоже ни на кожу, ни на одежду не попадало. Так, давайте начнем. Такой интересный материал, как это. Да, он достаточно плотный такой, но он, я говорю, вот при эпидемии, он цельный? когда он цельный идет. Это не конечно, отдельная полностью. рубашка и. Это комбинезон. Я почему-то на вас посмотрел, думал, они отдельные, раздельные. Нет, это цельно все полностью идет. Ага. Все. Так. Так, вы его полностью расстегиваете, получается. Ага. И полностью у него. И, соответственно, перемещаясь. начиная с ног, вы его на себя натягиваете. Все. Так, сейчас. Сейчас я почувствую, что ощущали все врачи, да? Целый день. Как раз таки вот они в таких и ходили, поэтому они ощущали очень добротно это все на себе. Так, я там, надо сказать, что по-зимнему одет сейчас. Представляю, что будет минут через 30. Так, эту кофту я, наверное, сниму. Сейчас. Обязательно вот капюшон не натягиваете. Теперь он спокойно, в принципе, застегнется. Сейчас мы наденем с вами маску, чтобы пылью не дышать, химикатами. Вот. Ее вы одеваете в ход, получается, капюшон. Она одевается, здесь идет две резинки, точнее, она уже одна. Вот это вот они не подготовили. Вот так делается. То есть Не, они обычно готовы идут, поэтому вот. из коробки уже, да? Да. Вот здесь. Узел завязать. В первый раз такие сталкиваюсь. Да? Обычно они вообще, да? Ну, как я бы говорю, они обычно, вот они, получается, две резиночки у вас идут. Одна через шею закидывается, вторая уже на затылке, грубо говоря, крепится. Нет, вы их две сразу сделаете. Так. Сейчас уже поздно. Ну, либо вот так. То есть она должна Так, сразу видно, что я редко это делаю, да? плотно должна прилегать, как бы, и чтобы вообще, не да? было щелей. Теперь капюшон, соответственно, мы очки. Тут еще есть, это как бы как на конвертах, да? Клейка лента. Клапан, да, чтобы, как бы уже максимально обезопасить себя. Но это, я говорю, противовирус. Это против вирусов. Нам не пригодится, да? Бактерии нам особо не надо это. Так. Ну что? Как ощущение? Да, друзья, я думаю, что сегодня я с вами поделюсь ощущениями не только как дезинфектор, но еще как вот врачи, которые в ковидные времена, да, ходили в таких костюмах. Ну, давайте, время пошло. Сейчас Ну, перчатки тоже желательно. 15 минут. И
Да, еще и перчатки надеть. Все, теперь я чувствую себя защищенным. И, кстати, очки уже начинают запотевать. Фух, чувствуется жара. Сейчас раствор наведем сразу. Ага. То есть, до Ну, места обработки. как видите, у нас немного разные маски. У Владимира вообще респиратор, поэтому я буду иногда переводить. Сейчас мы будем разводить раствор, да? Ага. Химический. То есть препараты они разные, соответственно, как бы, ну, концентрация тоже разная. Ну и в зависимости от заселенности, вот, все это тоже по-разному идет. Здесь как бы особо заселенности нет, поэтому 10-15 миллилитров на литр вполне достаточно будет. 10-15 миллилитров на 1 литр воды. Да, но это, я говорю еще раз, зависит от препаратов, поэтому как бы этого препарата достаточно, он высококонцентрированный идет. Поэтому вполне это хватит. Далее перемешиваем. Видим то, что, допустим, прозрачная желтоватая жидкость при смешивании с водой, она просто белая становится. То есть, ну, как молоко. Чем больше концентрация, тем она, соответственно, Тем белее, да? О, я даже уже чувствую запах. Это правильно, да? Ну, запахи это нормально, то, что чувствуете, потому что вы близко к концентрату, грубо говоря, стоите. Или у меня маска отошла? Нет? Нормально. Ну и, соответственно, можем начать обработку. Накачиваем воздух. Так, мы, наверное... Ну, изначально мы как бы идем по плинтусам, то есть это вот основной их как бы не везде, конечно, но, так скажем, профилактический способ передвижения, поэтому все щели вот основные, они идут по плинтусам. То есть мы начинаем обработку и как раз таки по периметру проходимся по всем плинтусам. Раствор летит мелкодисперсной пылью, кажется, что его в принципе нет. Ага. Но когда он сядет, можно будет увидеть, то, что она струйкой стекает. На самом деле есть, да? Да, он как бы это. То есть, если взять его ближе, то его прям видно хорошо. А, я вот Чем вижу. дальше, тем он как бы, ну, мелкодисперсный садится. Ага. Дальше мы опять же делаем барьеры. То есть, такие вот места, как вот, допустим, двери где-то, их желательно закрыть и на время дезинфекции, дезинфекции далее не открывать. То есть мы делаем барьер, полностью по периметру проходимся. Здесь очень много щелей, поэтому как бы тараканы тоже могут там прятаться. Так, давай. Особенно излюбленные места, допустим, дальше. Вот кабель-каналы. Ну, не такие большие, конечно, хотя приходилось видеть то, что вот с таких больших прямо основной рассадник был. Вот. Смотрим, допустим, оттягиваем кабель-канал, смотрим, здесь все чистенько, в принципе, можно это не трогать, но для профилактики, опять же, это советую просто вот так вот чуть-чуть пройтись, чтобы, ну, как бы на всякий случай, скажем так. Ага. Они в любом случае, если тараканы будут, они будут искать способ передвижения, как бы, ну и доступ к воде. Поэтому они, возможно, побегут и оттуда. А это, получается, отрава, она контактного действия. То есть даже если они сами на себе не отравятся, вот, они в любом случае в гнездо это могут унести. А другие тараканы уже как бы подхватят, ну и, соответственно, тоже там начнут усы облизывать, вот, и, соответственно, сами травиться. А, то есть, если таракан, допустим, коснулся вот Да, этого он порошка... может сам на себя не ощутить это, но в гнездо он в любом случае унесет. А, даже так? То Да. есть, достаточно эффективно. Есть Давай- такие препараты, они как, ну, скажем так, накопительного действия. Ага. Вот, у тараканов хитиновый покров, да, есть. Вот, ну, как бы вот эта вот оболочка их желтая, на самом деле они же белые. Вот, а чем старше таракан, тем желтее у него оболочка идет. Ну, вот это вот хитиновая. Есть такие препараты, которые прекращают, скажем так, выработку хитина, и, соответственно, таракан вот после линьки, он не может вырастить такую оболочку, ну и, соответственно, яйцо он сформировать тоже не может.
потому что яйцо тоже хитином покрытое. Вот, как бы такие виды препаратов есть, но это достаточно дорогостоящие препараты, и они, скажем так, по классу опасности выше намного, чем если просто истребительные вот такие вот проводить. Так, давай я попробую, наверное, да? Тоже. Да, мы сейчас здесь вот чуть-чуть это. И вы можете дальше просто по периметру пройтись. Так, вон туда вниз, да? Ага. Так, ты где закончил вот у этой, Да, можно прям сверху даже начинать, как бы ничего страшного, от этого больше, меньше не станет. Самые излюбленные их места, опять же, вот здесь, допустим, мы видим вот, ну, плитку. Ага. То есть эта плитка, она, ну, достаточно старая, как бы уложена так-то, что здесь очень много щелей. То есть вот эти вот все щелки, они как бы очень легкий доступ для них. То есть и когда мы начинаем обработку, они часто, когда вот тараканы есть там на помещении, они прям вылазить оттуда начинают. Поэтому, ну, если как бы есть такая возможность, то полностью стену тоже вот с кафелем можем вот это, обработать, да. Таким небольшим слоем, да? Ну, небольшим слоем, да, мелкодисперсно, чтобы она все равно как бы по пути передвижения оставалась. Так. Здесь тоже, да? Ну да, желательно полностью вот всю плитку. Так. Так, здесь, наверное... А, я вот за этой штукой не сделал. Вообще, когда объект готовится, ну, допустим, чаще всего мы предупреждаем то, что все вот такие вот, получается, шкафы, столы, они должны отодвигаться. Потому что как бы легкий доступ, он, ну, как минимум ускоряет весь процесс обработки и более качественным мы делает. То есть, а здесь как бы мы особо не подготавливали, потому что, ну, я опять же повторюсь, у нас больше профилактические меры, чтобы, ну, как бы просто это, не было их, во всяком случае, ну, и вам для сюжета. То есть Вот. это такой, как бы, уровень, уровень такой средней легкости такой, ну. Ну, не средний, это, скажем так, вообще просто легкий уровень. То есть мы просто, грубо говоря, делаем профилактическую работу. Вот, истребительные, как бы, когда там, грубо, ну, таких объектов у нас почти не осталось, я просто об этом могу сказать. Вот, и как бы сейчас сложно найти объекты, в котором прям кишат они. А Поэтому бывали такие, да, объекты? То есть У нас прям... бывали, да, такие объекты, то, что они прям кишили, там, вот, тараканы со всех щелей вылазили. Вот, но таких уже, в принципе, не осталось, поэтому, ну, мы довольствуемся тем, что есть. Так. Так, я правильно делаю, да? Да, вы все места передвижения, я говорю, она мелкодисперсная, разлетается в разные стороны. Ага. Поэтому если воздуха, допустим, маловато, ну, чувствуете, что уже напора особо нет, то можно еще подкачать его. Так ее надо повернуть, да? Его в сторону поворачиваете. И вот сюда вот. Насколько? Хватит, да? Ну, здесь есть защитный клапан, поэтому вы не перекачаете в любом случае. Можно просто быстрее это делать. Чем труднее, тем больше давления. Да, все кажется. Ага. Так, сейчас это кувшинчик уберем. Опять же, их излюбленные места, как я уже говорил, холодильники. Вот эта вот часть, отсеки за мотором получается. Вот это тоже достаточно такое их излюбленное место, поэтому, ну, можно обшикнуть. Нет, ну, не так близко, просто сдалека просто. Издалека. Где-то вот, да, с такого расстояния просто нажмите и прошлись, она мелкодисперсная села, как бы, ну, нам, в принципе, достаточно. И за ним, да? Ага.
Так, Как бы дальше. по полу там тоже в основном постоянно, ну, когда готовят что-либо, туда может попадать, как бы, ну, остатки еды. Поэтому мы, ну, желательно тоже там проходимся. Прямо вообще под этим, да? Да, прям под ним, получается, полностью проходимся. Далее у нас после обработок идет, допустим, ну, скажем так, экспозиция. То есть мы как бы советуем минимум сутки, чтобы это постояло все. Вот. А дальше уже проветривание, влажная уборка. Ну, то есть как бы, чтобы от остатков запаха, как бы и от отравы от самой избавиться. Все вот поверхности, допустим, вот как стаканы стоящие, их потом желательно с щелочными растворами перемывать. Ну, обычная сода. Вот, как бы с такими веществами лучше это все промывать потом, потому что, ну, как бы, чтобы в организм это все не попадало. В любом случае это потом летает в воздухе, оно осаждается, скажем так, на поверхности. Вот, что я еще могу вам рассказать? Так. Ну, в целом, в принципе, я понял, да? И интересно, что он, я думал, он как-то такой линии делает, но он, оказывается, Нет, как... есть разные виды на этом, ну, форсунок вот этих вот. Есть, которые струей, допустим, в этот, ну, скажем так, по линии. плоской, да, Да. бьют. Есть, которые мелкодисперсно рассыпаются. Есть такие прям вот при дезинфекции. То есть, ну, норма расхода при дезинфекции 150 мл на квадрат при дезинфекции. То есть это, грубо говоря, ну, если так представить, 1 квадрат, да, там такая лужа будет, что это. А здесь как бы у нас 50 мл раствор на квадрат идет при дезинсекции, то есть при истреблении тараканов и прочего. Ну, 50-100 мл. Поэтому здесь много не нужно, как бы, ну и лучше пусть она будет бить мелкодисперсно и везде попадет, чем нежели мы здесь зальем просто все. Плитки, да, это тоже самое такое излюбленное место. Так. Тут под раковиной, да? Под раковиной вот обязательно, вот где слив получается, ну вообще здесь, вот да? снизу всю раковину обработать желательно. Потому что это место повышенной влажности идет, как бы, ну и им где-то надо пить. Так. И дверь, ты говоришь, вот так, да, полностью? Дверь, да, вы полностью барьер ставите, чтобы, ну, в таких щелях они нигде не прятались. Так, и, мне кажется, замкнули, да? Здесь же делали? Ну да, ну ничего страшного, я повторюсь, как бы больше По второму лишнего не разу. будет, поэтому все нормально. Так. Ага, периметр мы прошли. Периметр прошли, да, нам вот нужно оставшуюся часть кафеля обработать, то есть по стенам вот такие щели есть. Так, это делали, да? Нет, здесь вот как раз таки эту часть мы не трогали. А я имею в виду, вон там. Да, ту сделали. Там сделали. То есть, как я и говорил, вот в кабель-каналах возможно как бы их появление. То есть, если мы посмотрим, вот в кабель-канал есть следы присутствия их, но это как бы старые следы до всех обработок. Вот, когда они видно, что по ним передвигались, ну и как бы, соответственно, свои экскременты оставляли. То есть их можно из засушенных найти в таких местах. Поэтому, ну, желательно кабель-каналы, когда какие-то истребительные обработки происходят, кабель-каналы тоже обрабатывают. То есть просто вот так вот, да? Ну, вообще желательно оттягивать полностью весь пластик вот этот. Но он здесь уже староватый, поэтому нежелательно. То есть вы, грубо говоря, полностью по кабель-каналу проходитесь. И, соответственно, уже... Стенку.
Испытано на себе. Дальше мы здесь делаем, в принципе, то же самое. Также барьер по стене ставим. Ну и здесь у нас кафель, получается, идет. Кафель, вот самые такие места, как раз таки, вот он стык, допустим, с дверью, здесь огромная щель. То есть в теории, ну теоретически, как бы тараканы могут здесь присутствовать. Поэтому такие места вот как раз таки самые основные для обработки идут. Так, дверной барьер. И... Следующая дверь. Здесь у нас есть санузел, это доступ получается к влаге. Поэтому его можно тоже как бы Его полностью обработать. надо. Рассадник. Ну не рассадник, потенциальный. но легкий доступ к воде. То есть мы там, где есть влага, более внимательно и тщательно относимся к этому, да? Да. Тут есть за раковиной, допустим. Вот в таких местах, как санузлы, можно, ну, допустим, вот посмотреть, здесь тоже щели есть. Чаще всего, вот почему-то, я не знаю, в санузлах именно на раковинах. Поэтому можно сверху и снизу тогда обработать, ничего страшного не произойдет. Раз, два, три. Так, следующая дверь. А в целом есть какой-то норматив по квадратуре, да, сколько времени уходит на дезинсекцию, например? Ну, на дезинсекцию может сколько угодно времени уйти, просто сама суть в том, что у вас расход идет 50 мл. Я, как я говорил, 50-100 мл, то есть на квадрат. Ага. Ну, это опять же не обязательно при сильно заселенных объектах, то есть можно как бы его и превысить, чтобы То есть- потом обрабатывать повторно не приходилось. Так, здесь у нас хранят ведра. Резина тоже. То есть обычно мы такими делами не занимаемся, то есть это все не передвигается. Просто не как передвигается. оно есть, просто залили сверху, оно хуже не будет. То есть тоже свои нюансы есть, да? Ну, это лишняя трата времени, как бы, поэтому нежелательно. Особенно такие большие помещения, как бы, бывают там от 1000 и более квадратов. Там, Не тоже попередвигаешься. каждая секунда дорога, потому что целый день на это тратить никому не хочется. Получается, сам заказчик должен обеспокоиться и как бы Да, все мы подготовить. предварительно согласовываем, чтобы как бы это все перемещалось. То есть, то, что можно отодвинуть, оно отодвинулось. То, что можно закрыть, оно всегда было закрыто. То есть, как бы такие нюансы, они изначально обговариваются. То есть, а там уже дальше, как заказчик решит, то есть, ему хочется, если то он как бы позаботится об этом. Если как бы, не хочет, то он не будет об этом заботиться. Как бы, а нам, это уже тоже, соответственно, не нужно. Мы просто обработаем так, как у нас получается. То есть, мы можем как бы у нас форсунка, она же тоже свою длину имеет. Мы можем за холодильник залезть. То есть это нам неудобно, как бы удобнее было бы это, если бы отодвинули. Но во всяком случае у нас есть возможность, мы подлезем. Все понятно. Так, давай, наверное. Ну все, дальше, я здесь? думаю, только с этой стороны и как бы нужно уже. Ага, хорошо, давай. Тогда вот эту всю пройду сейчас. Так. Так, практически заканчиваем, да, с коридором. То, Владимир, в целом, как у меня получается? В целом, для первого раза я бы сказал неплохо.
все, да, туда уже, Дальше ну, там уже холодно. смысла Там- нет, там холодно, поэтому они туда навряд ли полезут. Там уже, если и бороться, то, скорее всего, с мышами, потому что они в тепло, наоборот, с улицы идут. Поэтому, ну, а сегодня у нас только с тараканами борьба. Да. Так, ну, сейчас я, кстати, свое впечатление расскажу. 41, да? Из 15. 25 минут, друзья, я провел в таком костюме. Надо сказать, что как будто, ну, вот здесь, как в сауне, да, чуть-чуть посидеть. То есть я чувствую, что у меня прям все уже промокло. Не сказал бы, что это прямо комфортно. Ну, конечно, это меры предосторожности, меры защиты. И хотелось бы еще раз, наверное, чтобы все вспомнили, как наши врачи в ковидное время, да, работали с населением. Ну, а также дезинфекторы, которые, Владимир, часто, да, круглосуточно, наверное, да, работали, обеззараживали от вируса. При коронавирусе, да, мы спали по часа 3, наверное, у нас времени как бы, ну, просто не хватало. Мы могли домой приехать, тут же, ну, просто лечь, допустим, тут же собраться как бы и уехать, потому что такие вот, ну, виды были как. То есть самолеты, вертолеты привозили больных, как бы, и без нашей помощи они не имели права просто выйти с самолета, как бы, ну, уже пилоты сами. То есть врачи-то, если выйдут, там, больных увезут, то есть у нас не было, ну, у них не было такой возможности, потому что, ну, как бы, это меры обеспечения безопасности уже самого персонала, получается, идет. Опять же, все больницы, они тоже, как бы, очень, ну, в усиленном режиме работали, поэтому не справлялись с такой задачей, как вот дезинфекция, поэтому, ну, как бы, нам тоже приходилось в этом участвовать. Подъезды, допустим, обработки вот подъездов, если где-то контактное лицо какое-то было обнаружено, ну не контактное, а именно зараженное, там и контактные, вот нам приходилось как бы этот подъезд тоже полностью обработать. А бывают такие дома-то, что ну вот автодорожная, Прометей, которые, то есть 13-й дома, там квадратура прям неимоверно огромная, и поэтому там, ну, постараться приходилось, и как бы по этажам, вот в этих вот костюмах, ну это такое. Но эта работа затягивает, я вообще изначально пришел вот во времена ковида, когда локдаун полный объявили, я прилетел только в Якутск, и как бы работы абсолютно не было, все закрыты, ну и тут такая возможность предоставилась. Ну и, соответственно, на нас затянуло просто. Вот, ну и вот это вот, сейчас просто, я не знаю, другую работу как бы искать, если, то оно уже так интересно не будет. То есть здесь как бы есть возможность, ну, проявить, допустим, свои какие-то навыки. То есть, допустим, знания в области химии, там, не знаю, креативность, там, мышление, вот. Есть возможность, как бы, ну, почувствовать себя вот в роли супергероя, то есть, ну, когда вот какие-то вот в городе начинают происходить вещи, вот как ковид, да, там, не знаю, там, холера, там, сибирская язва, что-то такое, как бы, в первую очередь ты берешь удар на себя, то есть, как бы, ну, и ты ощущаешь себя, я говорю, вот, супергероем, как бы, и, ну, что еще сказать, и, в общем-то, да, ну, супергерой просто получается. Но другого слова и не подберешь. Да. Друзья, действительно, это вот нужно быть героем, чтобы вот, ну, я вот 25 минут провел в этом костюме, уже чувствую себя не очень комфортно, хочется его снять, да, скинуть с себя. Вот, а Владимир в те времена, получается, практически, ну, по 20 часов в день. Вообще сутками, я говорю, носил. вот мы на работе просто жили. Вот. Ну и в целом, главное, действительно, не затягивать, да, с травлением насекомых, не доводить до того крайности, да, то есть вот как сейчас мы провели такую профилактическую, да, дезинфекцию, вот, в принципе, можно также и приглашать специалиста. Поэтому большое спасибо, Владимир, за то, что рассказал много достаточно интересного. И в твоем лице хотелось бы поблагодарить Центр Центр гигиены и эпидемиологии, да. Вот, пожелать успехов, удачи и чтобы наш город оставался чистым. Спасибо. Испытано на себе. Друзья, ну что, в завершении, наверное, редко бывает такой момент, когда как в конце съемок передачи «Испытано на себе» я ощущаю некое удовольствие, да? Сейчас это удовольствие связано с тем, что я снимаю костюм. Сейчас я не знаю, что у меня там на голове творится. Вот. Глаза заплыли водой, то есть шмат. Вот, ну что, сегодня мы познакомились с достаточно нелегкой профессией дезинфектора.
но это очень важная профессия, поэтому, друзья, не стесняйтесь, даже если у вас есть какие-то подозрения на то, что у вас либо грызуны, либо насекомые, что-то вам не нравится, то, как сказал Владимир, действительно лучше не делать такие маленькие прививки, да, своим насекомым, братьям меньшим, вот, потому что у них вырабатывается определенный иммунитет, и затем уже могут быть проблемы уже, когда их разведется большое количество, и уже даже специалистам будет сложно их побороть. Поэтому желательно, конечно, обращаться к профессионалам, ну и содержать дом в чистоте и в порядке. Всем хорошего, отличного настроения. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. Испытано на себе.